Ассаламу алейкум и всем добра. С вами Ренат Хабибуллин и татары сквозь время. Сегодня мы продолжим беседу о территориях и городах великого государства Золотая Орда. Ханам Золотой Орды в XIV веке подчинялась огромная территория, которая простиралась от Дуная на западе и до Иртыша на востоке, от Дербента и Хорезма на юге до Прикамья и Причулымья на севере. Довольно точно на основании рассказов побывавших там купцов и дипломатов территорию Золотой Орды в первой половине XIV века описал арабский историк Аль-Умари, который среди наиболее известных ее городов и областей отмечал Хорезм, Сигнак, Сайран, Яркент, Джент, Сарай, Маджар, Азак, Ахшикерман, Болгар, а также Сибирь и Ибирь, Дашкирт и Чулыман. По сведениям арабских географов, в длину это государство простиралось на 8, а в ширину на 6 месяцев пути. Совокупность исторических, археологических и нумизматических данных позволила установить границы улуса Джучи. В середине XIV века самым западным пределом Орды, видимо, являлась территория междуречья Днестра, Прута и Сирета, ограниченная с юга нижним течением Дуная. Главным городом этой части Орды был Керман, ныне Белгород, близ устья Днестра. Он был построен правителями Орды во второй половине XIII века и стал важным ремесленным центром, а также торговым портом, через который вывозились в Западную Европу и на Ближний Восток хлеб, шерсть, мясо и другие продукты скотоводства. Вокруг города располагалась обширная сельская округа с цветущими садами и огородами. В Северном Причерноморье в непосредственном подданстве от золотоордынских ханов находились степи от берегов Черного моря до границы Руси, а также земли степного Крыма. Южное побережье Таврика была занята небольшими генуэзскими портами-колониями. Центром была Кафа, Феодосия. Небольшая территория, купленная Генуей в 1266 году. К концу XIV века она стала подлинной Меккой всего Причерноморья. Иоганн де Галони фон Тибиус говорил нам так: известный населенный город – место сбора торговцев со всего мира. Также он пишет, что здесь торговали купцы, говорящие на 35 языках. Главным городом крымских степей был город Крым. Европейцы называли его Салхат. Появился он в 60-е годы XIII века. Благодаря расцвету черноморской торговли он стал важнейшим экономическим и административным центром всего полуострова. Ибн Батута называет его большим красивым городом, а Ибн Аль-Варди говорит, что это был большой город, в котором имелись базары, мечети, гостиницы и бани. Территории Орды включали в себя владения волынских, киевских, новгород-северских, черниговских, владимирских-суздальских и рязанских владений князей, а также земли Новгорода и Пскова. Некоторое время под властью ордынских ханов находилось Смоленское и Галицко-Волынское княжества, которые позднее были включены в состав литовского государства. В состав Орды входили также мордовские и чувашские земли. В целом эти лесистые и труднодоступные места Сурско-Свияжского междуречья не были густонаселены и сохраняли традиционный патриархальный социально-хозяйственный уклад. Хотя и здесь находились центры ордынско-воинской административной знати, например, Большетыебинское городище, а также небольшие поселения. Южнее Пасурья располагались земли, которые ранее входили в состав Булгарии. В XIII-XIV веках здесь был улус с центром в городе Мухша, современный город Наравчат. Раскопки выявили здесь большие кирпичные дома, бани, а также большое мусульманское кладбище с мавзолеями. На Средней Волге и Нижней Каме находились земли бывшей Волжской Булгарии, которая в XIII-XV веках распалась на ряд зависимых от Орды эмиратов княжеств – Булгарское, Джукитауское, Керменчугское и Казанское. Все они были подчинены джучитам, хотя в разные годы эта зависимость имела различный характер, от чисто номинального до достаточно сильной зависимости. Во всяком случае, Булгария этой эпохи была одной из самых развитых областей Орды, с некоторыми довольно крупными городами, такими как Булгар, Кашан, Керменчуг, Джукитау, Беляр и Казань.
а также десятками мелких городов и сотнями поселений. Самым крупным и известным городом того времени Булгарии был город Болгар. Город, возникший еще в X веке, не отличался в домонгольский период размерами, хотя и был важным экономическим центром. Новый этап его истории начинается с 40-х годов XIII века, когда, вернувшись из западного похода и подавив восстание булгар, Бату-хан сделал здесь место своей ставки в нижнем районе Прикамья. Этот район имел стратегическое значение, так как позволял в начальный период формирования империи контролировать центр страны, Поволжье. Постепенно, благодаря богатым традициям высокоразвитого сельского хозяйства и ремесла, булгарам удалось во многом преодолеть последствия монгольского завоевания и добиться возрождения страны. В конце XIII – начало XIV века Болгар становится одним из самых крупных и богатых центров Европы. Он бурно застраивается каменными и кирпичными постройками, в том числе общественными зданиями, мечетями и банями. Улицы покрываются мостовыми. Благоустройству города служили водопроводные и дренажно-ряжевые системы. Продолжая ранние булгарские традиции, ремесленники изготавливали предметы, широко известные во всем цивилизованном мире. Кожаные изделия, оружие, украшения. Выгодное географическое положение на пересечении речных и сухопутных путей делало Булгар важным перевалочным пунктом мировой торговли. Кроме того, город был крупнейшим центром тюркской городской культуры и центром области. И именно здесь уже в X веке распространилась религия ислам. Несмотря на феодальную раздробленность, булгары имели сильные, хотя и немногочисленные военные дружины, передовую военную технику, в том числе и огнестрельное оружие. Экономическая и военная сила булгар в XIV веке позволяла им активно участвовать во внутренних делах улуса Джучи. На севере и северо-востоке в пределы улуса Джучи, судя по восточным источникам, входили земли Чулыман, Башгард, Сибирь и Ibirь. Скорее всего, под Чулыманом следует понимать область Верхнего Прикамья. Башгард – это степи Южного Приуралья, Сибирь и Ibirь – это обширные степные таежные земли Западной Сибири вплоть до Прииртышья. На Северном Кавказе владения Золотой Орды располагались в степной зоне вплоть до северных предгорий Кавказа. Эти земли занимали воинственные черкесы, аланы и вайнахи, постоянно сражающиеся с ордынцами. Среди многих городов Северного Кавказа следует выделить Азак, Азов, и Маджар, который находился близ современного Буденновска. Азак был важнейшим торговым и экономическим центром, конечным пунктом многих сухопутных и речных путей. Благодаря генуэзцам, которые назвали его Тана и имели здесь колонию, город в XIV веке был широко известен в Европе. Что же касается Маджара, то он играл огромную роль в жизни региона как центральный пункт на пути из Ближнего Востока в Орду. В Дагестане земли улуса Джучи доходили до стратегической крепости Дербент. Неоднократно ордынцы через этот город вторгались в Закавказье в период правления ханов Узбека и Джанибека и завоевывали земли северного Азербайджана вплоть до городов Тибриз и Ардебиль. Однако долго удерживать эти земли они не могли. Основную территорию улуса Джучи занимали степи. Население в языковом и даже, очевидно, в хозяйственно-культурном отношении претерпело лишь небольшие изменения по сравнению с домонгольским периодом. Недаром территория Золотой Орды в восточных источниках продолжала традиционно именоваться Дашт и Кыпчак. Кочевые племена продолжали кочевать в меридиальном направлении с юга на север летом и обратно зимой. Чрезвычайно важные, уникальные сведения о такой системе жизнедеятельности в эпоху Средневековья сохранились у Аль-Умарей, который описывает улус Джучи и указывает следующее. Ханы Кыпчаков проводят зиму в городе Сарае, летовища же их, как некогда было у царей Турана, то есть домонгольских Кыпчаков, находились в области Уральских гор. Изменения коснулись в первую очередь социальной и племенной структуры. Они были перемолоты
в системе татаро-монгольских кланов и их культуры. Это коснулось предметов украшений, оружия, конского снаряжения и прочего. Наглядным свидетельством перемен в духовной культуре стало изменение погребальных обрядов населения евразийских степей. Сердцем Улуса Джучи было Нижнее Поволжье. По словам арабского историка второй половины XIV века Ибн Халдуна, эта земля богата возделанными местами, то есть населенными пунктами. Здесь же находились два самых настоящих средневековых мегаполиса Улуса Джучи — Сарай и Сарай-аль-Джадид, то есть Новый Сарай, а также другие крупные города. Здесь находился политический, экономический и культурный центр империи, место, где происходило средоточие огромных материальных и людских ресурсов. Во многом это средоточие происходило за счет регулярного ограбления провинции, и уже в конце XIII века случился небывалый, стремительный рост и расцвет городов, особенно столичных. Первая столица Золотой Орды, построенная в Восточной Европе, была Сарай или Сарай-аль-Махруса, что означает «богохранимый дворец». Столица Сарай была основана Бату-ханом еще в начале 50-х годов XIII века на месте переправы через Волгу. Во всяком случае, уже в 1254 году посланник французского короля Гильом де Рубрук уже видел здесь поселение. Спустя 30 лет город значительно разросся и начал чеканить собственную монету с указанием места выпуска. Некоторое время город, видимо, имел в основном административные функции, но постепенно происходило развитие ремесел, в первую очередь для удовлетворения запросов знати, а в XIV веке в связи с стабилизацией обстановки в Орде происходит всплеск торговой и производственной активности. Город разрастается и превращается в настоящий средневековый мегаполис общей площадью с пригородами около 36 квадратных километров. Даже такой искушенный и много повидавший путешественник, как Ибн Батута, описывая его, с удовольствием сообщает: город Сарай – один из самых красивейших городов, достигший чрезвычайной величины на ровной земле. Переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами. Однажды, пишет Ибн Батута, мы прошли его в ширину, пошли и вернулись через полдня, и все это сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов. По мнению современников, число жителей города достигло 75 тысяч человек. Сарай недаром считался крупнейшим городом Европы и, вероятно, Востока, сравнимый с Багдадом, Каиром, Константинополем и Римом того времени. Будучи важным политическим центром, Сарай отличался высоким уровнем благоустройства. В нем имелись централизованный водопровод и канализация, а большинство дворцов и общественных зданий было сделано из сырцового кирпича. Города Поволжья были также крупными культурными центрами, где развивалась литература и искусство, формировался общий разговорный и литературный языки. Именно о культуре и языках Золотой Орды мы поговорим с вами в нашей следующей передаче. Нам очень интересно знать географию наших зрителей, поэтому обязательно напишите в комментарии, с какого вы города, и если там, где вы живете, какие-либо отголоски истории Золотой Орды. Не забудьте поставить уверенный ордынский лайк этому видео. На этом пока все. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.